Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах» и министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев, кавалер медали за заслуги перед Чеченской Республикой. Туризм, туризм и еще раз туризм. Вот об этом сегодня и постараемся поговорить. Машвотури. И сразу, переходя к нашему разговору, я рад, что вы снова в этой студии, в студии программы «Отражение», и снова будете отвечать на мои вопросы. А вопросы накопились. И мой первый вопрос, Муслим. Начнем с простого. Каким был 2025 год для чеченского туризма? Чем он запомнился? И как вы, как министр, оцениваете 2025 год? Прошу. Действительно, ну, не могу сказать, что простой вопрос. С точки зрения развития туризма это был не самый простой год. Тем не менее, нам удалось, во-первых, сохранить довольно-таки лидирующие позиции с точки зрения прироста турпотока. За, допустим, показатели январь-ноябрь прирост людей, размещенных в наших коллективных средствах размещения, составлял порядка 34%. Хотя, откровенно говоря, мы ставили перед собой целью, чтобы прирост составлял около 25%. То есть пока мы перевыполнили план, и это очень хорошо. Надеюсь, что такая же тенденция сохранится и в 2026 году. И, в принципе, учитывая то направление, тот вектор, который задал глава региона, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, я думаю, что так и будет. Есть всегда чему стремиться. Всегда есть чему учиться, кстати, что самое интересное. И чему учиться? Мы постоянно учимся, мы постоянно развиваемся и держим руку на пульсе и применяем все новые знания и технологии для развития нашего туризма. А чем запомнится 2025 год? Ну, во-первых, это инфраструктурные решения и проекты, которые были реализованы на территории нашего города. Как вы знаете, был введен в эксплуатацию новый вокзал. И, соответственно, теперь тем нашим туристам и жителям региона, которые путешествуют поездами, стало намного комфортнее и удобнее добираться до нашей столицы. Это масштабные планы по строительству аэропорта. Это открытие нового района имени Владимира Владимировича Путина и, соответственно, создание новой точки притяжения. И это то, что было заложено как фундамент для развития туризма на территории нашего региона и нашей столицы в частности. Это строительство конгрессно-выставочного комплекса у нового здания правительства. Вы, как министр туризма, довольны 2025 годом? Ну, честно как говоря, вы оцениваете не вообще? мне судить, мне хотелось бы, чтобы нашу работу оценили бы со стороны, но в целом я очень доволен работой министерства, и несмотря на то, что нам действительно пришлось нелегко, мне кажется, те показатели, которые перед нами ставило и правительство, и глава региона, мы достигли, и плюс, мне кажется, нам удалось сохранить именно амбициозные наши планы и видение развития туризма. Я почему задал этот вопрос? Смотрите, вы сейчас поймете. По итогам социологического опроса, проведенного администрацией президента России, Чеченская Республика показала лучший результат среди всех субъектов России по оценке условий для развития внутреннего туризма. С чем вы связываете все это? Чеченский туризм возглавил рейтинг регионов России. Вот поэтому я задал предыдущий вопрос. А теперь прошу ответить на второй. С чем вы связываете? Как вы знаете, мы в этом плане очень скромные, мы об этом надо говорить. Нигде не кичились, не говорили об этом. Но это действительно так, и я считаю, что это полностью заслуга главы региона Рамзана Ахматовича Кадырова, потому что этот рейтинг связан в первую очередь с безопасностью. Но только в безопасном регионе может развиваться туризм. Любой, внутренний, въездной и так далее. То есть Рамзан Ахматович создал на территории региона такие условия по безопасности, что вслед за ним идет и развиваться бизнес. То есть именно прозрачность и безопасность ведения бизнеса, безопасность самого региона способствовала тому, что именно так вот жители нашей страны оценили развитие внутреннего туризма в нашем регионе. То есть оценили его по высший балл дали, и тем самым мы заняли первое место в этом рейтинге. Но такой результат его нужно будет подпитывать и держать. Да, конечно, но для этого у нас есть все возможности, замечательная природа и замечательное географическое расположение имеется до самого региона, замечательная погода, то есть у нас полноценные все 4 сезона года, соответственно, мы можем развивать туризм в разное время года и в разных направленностях, в том числе, как вы знаете, мы сейчас активно работаем над строительством курорта Ведучи, дабы у нас появился уже и горнолыжный
сезон горнолыжный, возможности для горнолыжного отдыха, спорта и развлечения. И это позволит нам, в принципе, размазать такое понятие, как сезонность, потому что оно на данный момент пока еще присутствует. Размазать. Именно размазать. Почему? Потому что у нас сейчас мы понимаем, что основная масса туристов, которые приезжают к нам, если несколько лет назад это было прям четко, мы это видели, что это, туристы к нам приезжали с мая по сентябрь, то сейчас мы понимаем, что уже сейчас первые потоки, большие туристические потоки начинаются с конца марта и продолжаются до ноября. Вот нам нужно полностью от этой сезонности отказаться, то есть мы к этому идем. Получится? Получится однозначно, конечно. Хорошо, а теперь давайте перейдем к статистике. Я понимаю, это не очень такое дело, но и все-таки. Сколько туристов посетило Чеченскую Республику в ушедшем году? Какой вид туризма был самый востребованный на территории Чеченской Республики? Что смог предложить своим гостям, нашим гостям, чеченский туризм? Вот такой вопрос. Хороший вопрос, объемный, скажу честно. Если говорить про цифры, поэтапно, да, если говорить про цифры, то окончательные данные полноценные мы получим только в конце марта, так как Чеченстат только тогда предоставляет уже эти данные, мы их видим. Это официальные данные, открытые. Но могу сказать, что тенденция к росту размещенных лиц в КСР нас очень радует. Я вот чуть ранее говорил, что именно рост размещенных лиц в гостиницах составил плюс 34%. Если говорить про виды туризма, то об этом тоже я чуть ранее сказал, что вот мне очень нравится, как развивается наша столица, как именно мэрия тоже отрабатывает эти вопросы. И если в долгое время культурно-познавательный вид туризма был одним из самых популярных в Чеченской Республике, то именно строительство вот этого конгрессно-выставочного комплекса, о котором я говорил, и плюс, если вы обратили внимание, как много ярких спортивных мероприятий проводится в столице. Это говорит о том, что у нас также развивается и спортивный туризм. То есть приезжает большое количество участников, спортсменов из других регионов. Это тоже туризм в том числе. И это очень значительная часть для развития туризма в столице в первую очередь. И таким образом, я думаю, что происходит сейчас некое смещение, некий сдвиг в сторону как раз-таки МАЙС мероприятия. Если на всякий случай поясню для наших телезрителей, что МАЙС мероприятия имеется в виду это конгрессы, выставки, форумы, большие, кстати, федеральные совещания, в том числе концерты. Это все вот МАЙС туризм, так называемый. И вот это направление, мне кажется, в ближайшие годы, плюс добавить еще горнолыжный, как я и говорил, да, при вводе в эксплуатацию северного склона курорта ведущие. И мне кажется, будет некое смещение акцентов, но мы к этому готовы. То есть мы прекрасно понимаем, как мы развиваемся инфраструктурно, мы видим амбициозные планы главы и к этому готовы. Смотрите, когда сегодня говорят о развитии туризма в стране, очень часто подразумевается развитие отдельной инфраструктуры. Вот насколько важна эта составляющая по сравнению с другими составляющими, скажем, транспорт, объектами показа и так далее. Насколько она актуальна в Чеченской Республике? Я бы здесь немножко по-другому даже поставил вопрос. Откровенно говоря, туризм не может существовать без инфраструктуры, без строительства, без других видов экономики. И наоборот, есть официальные такие данные, что туризм влияет как минимум на 53 видов отрасли, экономической деятельности. То есть такие как раз таки отрасли, как транспорт, строительство, здравоохранение и так далее, и так далее, и так далее, они зависят отчасти, во многих странах практически они полностью зависят от развития туризма. И это как раз таки командная работа. То есть здесь мы и работаем сообща. У нас очень тесные взаимоотношения с Минтрансом, у нас очень тесные взаимоотношения с нашими СМИ. У нас очень тесные взаимоотношения с Министерством культуры, нам без него никуда. Туризм без культуры не может сдвинуться с места. У нас очень тесные отношения с Министерством спорта. И это очень тесная командная работа, которая дает подпитку друг другу. То есть одно без другого просто не работает. Но вот эти все гостиницы, отели, они понимают вот это все то, что вы говорите? Они очень быстро подстраиваются. Я могу сказать так, что есть даже планы, я точно знаю, что помимо, допустим, строительства конгрессно-выставочного комплекса, о котором я чуть ранее говорил, есть уже инвестиционные планы по строительству рядом тут же гостиницы. Потому что понимаешь, что если есть конгрессно-выставочный комплекс, в котором будут проходить большие событийные мероприятия, нужна гостиница. Желательно, чтобы она была там же и нужен рядом. И сервис.
Это боль. Вот. Сервис — это боль, скажу откровенно. Это острый вопрос, который о котором мы часто слышим, который часто адресуют нам. Я до сих пор считаю, что сервис это забота, в первую очередь забота собственника ресторана, да, как и, допустим, воспитание детей — это в первую очередь забота родителей, а не детсада или там школы. Это Хорошо уже потом сказано. они должны этим заниматься. Поэтому собственник ресторана или собственник отеля должен в первую очередь быть заинтересованным в развитии сервиса у себя на объекте. А уже потом мы со своей стороны, как министерство, всячески постараемся им помочь. Но, видимо, нам придется делать это немножко быстрее, с опережением. Такая уж практика. И в этом году мы хотим создать специальную комиссию, то есть она уже создается. Мы сейчас собираем именно членов этой комиссии. Воедино, скоро мы ее анонсируем обязательно, эту команду. И будет разработан специальный документ, который облегчит собственникам задачу по совершенствованию и контролю за сервисом на своих объектах. Тут продумано развитие Да, данного конечно, вопроса. да. Нам пришлось включиться. Скажу откровенно, в целом в мире, в мировой практике, именно рынок и конкуренция регулируют эту сферу. У нас почему-то все работает по-другому. Но мы придем к этому. Да, но причем я не могу сказать, что это проблема Чеченской Республики, это проблема в целом юга России. Но Поэтому... мы говорим о Чеченской Республике. Сейчас мы говорим о Чеченской Республике, да. Вы понимаете, это Пусть очень... потом нашим примером пользуются остальные регионы. Вот, что я хотел подчеркнуть. И продолжая нашу тему, смотрите, эксперты утверждают, что россияне охотнее сегодня выбирают тихий туризм. Спокойный, уединенный отдых в глэмпингах, эко-отелях, деревенских избах. А вот как у нас с этим направлением? Есть что-то такое, что привлекает к нам туристов, вот, исходя из всего того, что в я целом, сказал? да, действительно, в целом сама республика ассоциируется с экотуризмом, активным туризмом и как раз таки туризмом в горной местности, в сельской местности. И мы, в принципе, этому способствуем, так как даже те же гранты по строительству быстровозводимых гостиниц мы стараемся выдавать именно для горных или предгорных районов, как раз таки, которые и нравятся нашим туристам. Но в целом есть такое понятие, как дизайн потребительского пути. Мы примерно понимаем, что люди ждут от отдыха в горной местности, да, допустим, на Кавказе, на Северном Кавказе, и стараемся подстроиться под эти планы. Плюс и сами инвесторы, наши предприниматели, они прекрасно понимают, куда идет тенденция. Вы абсолютно верно заметили, что вообще в мире есть такая практика. Если раньше, допустим, путешествие на море там, составляло, к примеру, 10-12 дней, иногда 2 недели даже, то сейчас все чаще люди выбирают такой вид отдыха, как комбинированный. То есть даже, я сейчас говорю про другие направления, допустим, морской пляжный туризм, да, когда люди, допустим, 5-7 дней проводят на море, и тут же запрашивают информацию туроператора о каких-то активностях в рамках этого же отдыха. То есть людям уже не хочется 10-12 дней лежать просто на пляже, они хотят получить какую-то информацию, они хотят посетить музеи, Но им после они такой хотят посетить активности концерты. хочется отдохнуть. Да, ну это в о том, избах, что там еще. тенденция именно такая к развитию как раз-таки вот такого вот отдыха в эко-деревнях, в этнических деревнях. Запрос вообще на вот этнический туризм очень большой. А мы рассматриваем это направление? Да, конечно, мы как раз недавно об этом говорили на телевидении, что к нам часто обращаются, спрашивают, можно ли организовать авторские туры. И мы только за, мы всячески будем этому способствовать, потому что чем больше будет авторских туров именно с погружением в культуру чеченского народа, вот этого сейчас больше всего не хватает, на мой взгляд. И запрос на это есть. Допустим, нас туристы часто спрашивают, можно ли посетить свадьбу. Очень хотят увидеть чеченскую свадьбу. Вот мы будем об этом думать. Если даже не настоящую свадьбу, то, возможно, какую-то там театрализованную. Это такой ознакомительный культурный. Да, они хотят погрузиться в культуру. Это очень большой запрос на это есть. А как с горнолыжным туризмом? Сейчас, знаете, Тоже такое направление, которое сейчас... очень важное для нас, да, очень важное. Плюс мы чуть ранее об этом говорили, мы в этом году введем в 4-м квартале текущего года, мы ждем ввода в эксплуатацию северного склона ВТРК «Ведучи». Да, вы упомянули «Ведучи». Да, и вот северный склон, это очень важно, да, объяснить. Дело в том, что северный склон, он уже готов технически, по большому счету. Можно сказать, что у него хорошая степень готовности, высокая степень готовности. Там порядка 14 километров трасс. Сейчас основная задача и основная, скажем так, цель строителей — это в этом году
достроить транспортную инфраструктуру самого курорта. Что это значит? То, что с южного на северный склон у нас будет очень интересная, уникальная, не имеющая аналогов канатная дорога. Протяженность ее составляет чуть больше 4 километров, причем 3 километра 100 метров это безопорная канатная дорога. Что это значит? Что получается от одной опоры до следующей больше опор не будет. Это будет просто провисание троса. Это уникальный действительно объект, очень сложный объект, инженерный, и именно поэтому столько времени заняло. Ну, насколько я понимаю, и безопасней. Ну, конечно, это система 3С, так называемая, это 3 троса, это очень серьезная система, это Вот. французские технологии. И кабинки, вот те же самые, те кабинки, которые как раз таки будут доставлять наших туристов из точки А в точку Б, ну, это лучшее, что сейчас может предложить на мировом рынке. То есть это действительно очень высокого уровня будет транспортная система. Именно над строительством и вводом ее в эксплуатацию мы в этом году и будем работать. И мы будем круглогодичным. Действительно, по факту. Полноценно, да. Но тут надо еще отметить очень важный момент, что вот мы ранее говорили, что Рамзан Ахматович создал на территории региона настолько безопасные и комфортные условия для бизнеса, для ведения бизнеса, что уже несмотря даже на строительство ВТРК «Ведучи», допустим, тоже на Жаюртовском районе у нас за последние 2 года появился собственный небольшой маленький горнолыжный курорт. На Жаюртовском районе? Да, У нас есть? Да, есть компания Биной Travel, у нас есть там... Можно приехать, покататься на лыжах? Уже почти 2 года они активно работают и развиваются, более того, они развиваются, строят новые дома, вводят в новую инфраструктуру на территории. Там и лыжи, и сноуборды, и ватрушки, пожалуйста. Все проработано, разработано, Все есть. давно работает и улучшается. Очень хорошая информация, Муслим, очень хорошая информация. Вот спасибо за это. Надеюсь, наши телезрители слышат. Переходя к следующей теме, смотрите, думаю, я не ошибусь, если скажу, что туризм становится все более этаким значимым драйвером малого и среднего бизнеса в регионе. Какие меры поддержки предусмотрены для предпринимателей от туризма? Почему спрашиваю? Вы знаете, что 2026 год в Чеченской Республике объявлен годом малого и среднего предпринимательства, годом горных районов. Вот каков он, малый и средний бизнес в сфере туризма в Чеченской Республике? Прошу. Да, ну на самом деле те же самые базы отдыха, те же кемпинги, глэмпинги, даже небольшие отели, это тоже малый и средний бизнес. Это те наши ремесленники, которые создают сувенирную продукцию, которая потом потребляется нашими туристами. Это производители, кстати, очень немаловажно, совсем недавно был открыт там шоколадный завод, да, фабрика по производству шоколада. Это производители меда, производители каких-то вкусностей, сладостей и так далее. Это все малый и средний бизнес, который способствует развитию туризма. Это очень важная составляющая. Но если говорить про меры поддержки, то существует по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» существует 2 основных направления. Это строительство быстро возводимых гостиниц, так называемых модульных гостиниц и баз отдыха, и так называемая единая субсидия. То, допустим, на территории Чеченской Республики в 2025 году прошел конкурс при поддержке Минэкономразвития России. 7 проектов было отобрано для реализации на территории Чеченской Республики. Они получили субсидию порядка 300 миллионов рублей. И благодаря 5, кстати, проектов из них будет реализованы на территории горных районов. Но также есть такое понятие, как единая субсидия. Она ежегодная, и эта ежегодная субсидия позволяет уже существующему и вновь появляющемуся бизнесу в сфере туризма реализовать свои проекты в сфере, допустим, прокатного инвентаря. Это могут быть и пешие походы, это могут быть палатки там, и так далее. Это обустройство и доработка уже существующей инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Это покупка или дооснащение всесезонных бассейнов и так далее, и так далее. То есть такие направления, основные я перечислил, которые каждый год инициаторы могут обратиться в министерство, и мы с удовольствием рассмотрим их заявку на реализацию того или иного проекта. Но в этом году, как вы сказали, глава республики Рамзан Ахматович Кадыров объявил годом горных районов и МСП, то мы постараемся все-таки предпочтение отдавать именно тем проектам, которые будут реализованы на территории горных районов. Это будет наш вклад и поддержка нашим горным районам. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Почему, когда интересный эксперт, интересная тема, интересно говорить, быстро время заканчивается? Вот тайна для меня.
И последние два моих вопроса. Смотрите, в борьбе за туристов и инвестиций регионы активно сейчас работают над созданием собственного имиджа. И вы это знаете лучше меня. А каков туристический имидж Чеченской Республики? Или он еще не создан? Нет, конечно, он создан, и более того, могу сказать, что очень много инвесторов и бизнесменов регистрируют свои бизнесы и открывают новый бизнес в Чеченской Республике, потому что здесь есть упрощенная налоговая система. Вот, как вы знаете, УСН у нас составляет 1%. Также на территории региона существует две экономические зоны. Одна из них промышленного типа, вторая туристического типа. И это, конечно, дополнительные рычаги для привлечения инвестиций. Мы в этом плане всегда рады приветствовать. Плюс у нас практически отсутствуют какие-либо бюрократические проволочки. Мы с распростертыми объятиями встречаем инвесторов. Как вы, наверное, неоднократно слышали, что глава региона объявил, что тот, кто препятствует привлечению инвестиций в регион, это его личный враг. Поэтому мы тут сказано рады. все. Да, тут этими словами сказано все. Мы всячески рады любому инвестору. И, кстати, учитывая то, что, как вы знаете, у нас именно командная работа, мы ни в коем случае, даже если ко мне, к примеру, обращается инвестор по направлению той же промышленности, то я с удовольствием знакомлю его с нашим министром промышленности и так далее, и передаю такую информацию своим коллегам для того, чтобы они более детально и проработали вопрос. Да, только так. И последний вопрос. Муслим, каким будет 2026 год для чеченского туризма? Какие ожидания и перспективы? Какие турпродукты предложит туризм Чеченской Республики гостям региона? Вот такой заключительный вопрос. Да, вопрос хороший. Я думаю, что в этом году и такая тенденция существует. Я думаю, что мы, наверное, сохраним. И дело в том, что ведь коллаборация всегда дает дополнительный стимул к развитию и всегда полезна, на самом деле, всем сторонам. И именно в этом плане мы на Северном Кавказе абсолютно, я постоянно об этом говорю, мы абсолютно друг другу не конкуренты, мы друг друга прекрасно дополняем, мы прекрасно дружим с нашими братьями из Дагестана, из Ингушетии, из Осетии и так далее, и так далее. И все мы друг для друга являемся донорами. То есть долгое время, допустим, Ставропольский край являлся донорами по экскурсоводам, по экскурсантам, прошу прощения, в Чеченскую Республику. Сейчас уже и Дагестан тоже начинает потихонечку давать нам большое количество экскурсантов. И более того, могу сказать, что один из туроператоров поделился информацией, что 30% туров, которые они продают в Дагестан, люди приобретают с включением в программу посещения Чеченской Республики. То есть мы друг другу даем дополнительный такой стимул для развития, и мы тем самым, как раз таки, поддерживая теплые братские отношения, мы все вместе работаем на развитие туризма не только у себя конкретно в регионе, но и на Северном Кавказе в целом. Это я говорил к тому, что мы, наверное, более активнее и усилим, скажем так, работу по коллаборации с соседними регионами, потому что это действительно выгодно для всех. Мы точно ждем открытия горнолыжного курорта в 2026 году, и поэтому будем, я думаю, что звать уже гостей на горнолыжный сезон 2026-2027 года. Мы ждем ввод в эксплуатацию и строительство конгрессно-выставочного комплекса и, соответственно, проведение ряда мероприятий и в этом новом комплексе. Ну и, конечно же, мы все ждем, да, может быть, не в текущем году, но в целом ждем строительства нового терминала аэропорта, и это, конечно, даст абсолютно новый вектор для развития полетной сетки с нашей столицей. Я думаю, нам придется встретиться к концу года 2026. Вот на эти все вопросы ответить. Согласны? Да, с удовольствием. Договорились. Спасибо. Спасибо, что вам. пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей работе. Очень нужной и интересной работе. Спасибо большое. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев, кавалер медали за заслуги перед Чеченской Республикой. Вы сами все слышали. Туризм в Чеченской Республике есть. Был и будет. И он развивается. И напоследок не забывайте, друзья, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.